Добрый день, дорогие татарстанцы и жители нашего города. С праздником вас! С Днем Республики! Для вас работает выездная студия новостей ТНВ. И с вами сегодня Даяна Саитова и Алексей Калиничев. Здравствуйте! Сегодня значительную часть дня мы будем рассказывать вам обо всех ярких событиях прямо отсюда, из центра Казани, с пирамиды. В этом году праздник двойной. Мы отмечаем столетие ТАССР, открытие выставки, фестивали, концерты, флешмобы и салют в 300 залпов. Все это вы увидите вместе с нами. Это новости Татарстана. И мы начинаем выпуск. Этот день объединяет всех татарстанцев, которым дороги ценности патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям. И с поздравлением к жителям многонационального Татарстана обратился сегодня наш президент. На протяжении всех лет основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни, подчеркивает Рустам Минниханов. Традиционно важным фактором общественного согласия и нашим преимуществом является позитивный характер развития межнациональных и межрелигиозных отношений. Рустам Минниханов отметил, накопленный потенциал дал мощный импульс современному успешному развитию республики, и сейчас она опорный регион страны, занимающий лидерские позиции. Президент республики добавил: в основе наших успехов всегда был и остается созидательный труд всех и каждого, и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. А в своем инстаграм Рустам Минниханов разместил праздничный видеоролик с названием «С днем рождения, любимая республика». В 3 минуты уместилась вся столетняя история Татарстана. Оглянусь назад, как вчера я помню свои 100 лет. Каждый шаг совместный, подъем, еще шаг, расцвет. Аллага шакер. Все 100 лет со мной мой народ. С днем рождения, республика. Только Алга. Вперед! Поздравления Татарстану поступают со всех уголков страны. Какие пожелания республики шлют из Астрахани, Нижнего Новгорода, Питера и Московской области? Давайте послушаем их вместе. От лица всех астраханцев сердечно поздравляю вас и многонациональный Татарстан с торжественной датой – столетием со дня образования республики. Татарстан – это место, куда с удовольствием приезжаешь и с которым сложно прощаться. Древние традиции, новейшие технологии, уникальная культура, современные управленческие практики и, конечно, замечательная кухня. Но самое главное – это люди – гостеприимные, добрые и отзывчивые. Республика является примером региона, где поддерживаются гармоничные, межнациональные и межконфессиональные отношения. Мы радуемся вашим успехам и длительному успешному сотрудничеству между нашими регионами. Надеемся, что мы продолжим укреплять наше историческое единство и добрые традиции. Для Нижегородской области Татарстан всегда был регионом-другом, с которым нас надежно связывает Великая река Волга. Татарстан входит в первую десятку наших торговых партнеров. Хочу пожелать всем жителям Татарстана здоровья, процветания, благополучия. Пусть регион всегда остается сильным и успешным. С праздником! И сегодня к поздравлениям присоединился и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил, что Татарстан и Туркменистан связывают давние крепкие узы братства и дружбы. Президент выразил уверенность, что теплые и доверительные отношения будут и далее развиваться и крепнуть во благо двух народов. И к другим событиям. Леша, ты давно был в Юдино? Честно говоря, к сожалению, да, довольно давно. Тогда ты очень сильно удивишься, когда приедешь сюда снова. Сегодня здесь новые открытия. Обновленный молодежный центр Юлдаш и ДК железнодорожников. Это подарок жителям ко Дню Республики. Сейчас Салават Мухаммадуллин нам обо всем расскажет. У молодежного центра Юлдаш сегодня ажиотаж. У юных юдинцев теперь есть свой скалодром, ниндзя-трасса, тир и даже коворкинг-центры. Открывает это пространство вице-премьер Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов. Хотел бы всех вас поздравить с Днем города, с Днем Республики, со столетием ТАССР. Конечно, для нас Юдино это крупный промышленный центр. Новая жизнь сегодня и у фонтана у ДК железнодорожников. Чтобы фонтан бил высоко и долго, сегодня здесь отчеканили и бросили монету. Юдино у нас стало, как говорится, супер стало. Здорово, когда что-то открывается. Очень нравится, очень красиво в Юдино, очень преобразилось. Обновляются Юдино и дворы по республиканской программе «Наш двор». Так меняется не только пространство, но и философия жизни в поселке. Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Почетных гостей сегодня встречает и в обновленной национальной библиотеке. Теперь она размещается в НКЦ «Казань». Леш, ты еще не видел, как он изменился после капитального ремонта? Пока не видел, но я надеюсь, нам сейчас все расскажет и покажет Зарина Ахметова. Она с нами на прямой связи. Зарина, здравствуй. Добрый день, коллеги, с праздником вас. Сегодня День Республики мы отмечаем вот в таком вот прекрасном месте, обновленном здании бывшего НКЦ, а ныне Национальной библиотеки. Хочу сказать, что все здесь претерпело колоссальные изменения. Теперь это многофункциональное общественное пространство. И буквально с минуты на минуту сюда должны приехать наши почетные гости. Это Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин и Ментимер Шамиев. Им покажут, как изменилось пространство. Ну а как сами сотрудники оценивают новую работу в новом здании и новый формат работы. Давайте их послушаем. Появляются новые пространства, которые не были характерны для деятельности Национальной библиотеки Республики Татарстан. Для нас это новое, мы учимся, продолжаем развиваться. Ну что ж, мы продолжаем ждать наших почетных гостей. И еще буквально через несколько минут здесь пройдет еще одно знаковое событие. Это вручение премии имени Габдуллы Тукаева. В этом году 4 лауреата. Какие, мы расскажем чуть позже. Ну а сейчас мы остаемся здесь и будем следить за развитием событий. Коллеги, я передаю слово вам. Спасибо, Зарина. Сегодня во всей Казани очень много ярких событий, масштабных гуляний. И обо всем подробно расскажем прямо сейчас, как и в наших последующих специальных выпусках. С утра и до вечера на площадке Дворца водных видов спорта за мяч возьмутся волейболисты. Здесь пройдет республиканский турнир «Татарстан Челлендж». В это же время по соседству в акватории Казанки поднимут паруса участники национального этапа парусной регаты. С утра на берегу озера Кабан фестиваль татарского дизайна и городской культуры «Печем-Базары». Фольклорную эстафету в Старо-Татарской Слободе подхватит фестиваль «Казан СЛГС». И с 10 утра в парке Горького ждут детей на праздник «Дети-победители». В 7 вечера здесь же начнет свое представление уличный театр «Легкие крылья». В час дня на площади у театра Камала фестиваль рабочей молодежи «Наше время Безнен Заман». Во второй половине дня на ипподроме стартуют заезды конно-спортивного праздника. В то же время в Казанском Кремле заиграет красками фестиваль городской культуры и искусств «Таткультфест». Параллельно в парке Крылья Советов будет проходить фестиваль японской культуры. В 5 часов дня в парке Урицкого начнется КВН, финал республиканской юниорской лиги. Ближе к вечеру на Кремлевской набережной развернется этнопроект «Таба». В это же время на другом берегу, у центра семьи Казан, зазвучат первые аккорды концерта в честь Дня города и республики. С 19:30 у Дворца земледельцев заиграет оперный фестиваль «Казанская осень». И по традиции в завершении праздника небо над Казанкой озарит салют, в этом году из 300 залпов. Даяна, час назад перед театром Камала начался фестиваль «Играй гармонии» по главным улицам столицы. Сегодня пройдут люди с гармошками. Давайте сейчас посмотрим, как льется песня и звучит гармонь. Фестиваль народного творчества в этом году не ограничивается площадью у театра имени Камала. Артисты поднимутся и к Спасской башне. Леша, я хочу отметить, что в этом году сюда приехали около 300 гармонистов и примерно 200 фольклорных ансамблей республики. Вот такой праздник. Вот такой праздник устроили гармонисты всем жителям и гостям. Мы к ним еще вернемся. Сейчас я хочу отметить, какой удивительный сегодня день. На татарском языке заговорили многие медийные персоны. Сергей Брилев приглашает посмотреть свой фильм о Татарстане, а Леонид Слуцкий зовет всех на футбол на чистом татарском языке. Слушаем. Тизден Татарстан 24 каналында ТССР'нин ез елыгына багышланган фильм «Чихачак Карамайча Каламагыз». Харматле жанатарлар, сезне щен кунылдян,
Республика Кенехем, Казань, Шахерме Кене, Белам Котлин. У Тузенчи Август Кене Акбарс Аренага, Рубин Тамбов, Уенина Телегес, без Рубин, Безне, Туктатып, Булмый. Итак, фильм Сергея Брилева смотрите сегодня на канале «Россия-24» в 14:00 и 19:00. А футбол начнется в 6 вечера. Даян, ты обратила внимание, как меняются не только главные улицы города, но и буквально каждый двор. Конечно, Алексей, я даже больше тебе скажу. Моя дочка постоянно играет в таком дворе. И таких благоустроенных дворов сегодня сотни. Мне, например, очень нравится, как меняется двор на Шамиль Усманова, 13, прямо рядышком с ТНВ. А сегодня настоящее новоселье двора отмечает на Имашева, 82. Здесь сейчас работает наш корреспондент Рамиль Шайдуллин. Давайте спросим у него, как там сейчас проходит время и проводят его жители добрый день, коллеги. двора. Конечно, изменилось, можно сказать, кардинально. Где бы вы еще видели прямо во дворе сцену, а здесь она есть и появилась в результате недавних работ по программе «Наш двор». И буквально минуты назад отсюда, прямо на ней, выступил Рустам Минниханов. Он поздравил жителей этого двора, естественно, с Новым двором и с праздником столетия республики, с Днем Республики. Сюда он приехал вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Они осмотрели работы, которые были проведены в рамках республиканской программы «Наш двор». Это и экстрим-парк, здесь совершенно новый, чего во дворах обычно не встретишь. Это и специальный лекторий, и новая спортивная площадка. Они осмотрели ход работ, пообщались с жителями. А теперь давайте послушаем, что сами жители думают об этих позитивных изменениях. Мне нравится здесь кататься. Здесь раньше двор тоже был неплохим, но вот сейчас обустроили настолько, что вот и детям, интересно, вот эти цветные горки, это же все новшество. Сутками работали, до утра, до вечера, хорошо работали, красиво, замечательно, понравилось. Да, а сейчас, к слову, опять вернемся к сцене. На сцене сейчас идет концерт артистов татарской эстрады. Сюда приехали звезды перед первой величины, такие как Салават Фатхутдинов. В общем, что называется, праздновать так праздновать. К этому празднику присоединяемся и мы. А пока, коллеги, передаем вам слово. Спасибо, Рамиль. Это была последняя информация нашего выпуска. Мы остаемся с вами на связи. Смотрите нас. Следующий выпуск выйдет в эфир в 14:30. А в 13:00 на прямую связь с пирамиды выйдут наши коллеги Айгуль Батрудинова и Фанис Камал. Я напоминаю, что в городе работают 3 крупные передвижные телестанции ТНВ. Десятки съемочных групп новостей находятся на праздничных площадках. А мы еще раз поздравляем всех с Днем Республики. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Прямо сейчас нашу программу продолжит праздничный телемарафон.